Мы живем с вами в стране, величайшее богатство которой в ее многонациональности, многообразии культур различных народов, за многие века ставших родными и близкими друг к другу. С этих слов Махмуд Али Калиматов начал беседу с учащимися 10-11 классов. Глава поделился своим мнением на тему сохранения идентичности народа Ингушетии, национального самосознания, традиций и ингушского языка. Мы ингуши, и есть и не ингуши, но неважно, мы живем в России, наше отечество Россия. И нельзя, конечно, забывать, кто мы есть. Но мы разные поэтому, но мы вместе. Нам самое главное, чтобы мы знали о культуре наших народов в России. Каждая по-своему красиво. Если кто бывал где, да, вот я много поездил по России, ну достаточно, много не скажу, достаточно поездил. Вы знаете, прекрасные места. Если брать Мордовию, Саранск или там Казань, брать, да, ну, побывав там, я видел красоту людей и красоту городов их. Чувашию, да, там, или другое. Это настолько прекрасные люди, такие, как и мы. Вот это вот единение нас никогда не смогут победить, если мы будем крепки. Россия, она не где-то. Вот она здесь, Россия. Мы живем в России. Это наша Родина. Малая Родина есть, большая. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины всегда было присуще нам, ингушам. И наши предки, представь себе, отпечатком пальцев подписались, 24 тейпа, поставили свое согласие, да, и сохранили, я убежден в этом, и каждый, кто читает, вникает в ту историю, которая у нас была, что мы сохранили, нас никто не завоевал, мы не ассимилировались ни с кем, мы не забыли свой ингушский язык, к последующим приняли ислам. При численности около 50 тысяч населения ингушей 250 лет назад, да, было 5 генералов царской армии. Нам не надо выискивать примеры для себя. 5 генералов, 29 полных кавалеров Георгиевских крестов, 11 человек, георгиевское оружие золотое вручалось лично царем, да, в то время. И 4 у нас удостоены ордена Святого Георгия 4-й степени. Все-таки мудрые наши предки, они пришли к выводу, что чтобы сохранить себя, потому что маленькое население было у нас, ну всего около 50 тысяч населения, представьте себе. Вот, тогда мудрые наши предки приняли правильное решение и этим сохранили нашу идентичность. Я хотел бы, чтобы вы берегли те ценности, которые нам передали предки. Родной язык, знаете, его надо знать. Аллах мутхабис. Душу наполняет культура, искусство. Старшеклассники смогли обсудить волнующую их дилемму выбора профессии гуманитарной или технической направленности, обучения на территории субъекта или за ее пределами, а также поинтересовались, на какие специальности лучше обратить внимание для дальнейшего трудоустройства. Глава региона отметил, что в республике, как и прежде, востребованы технические профессии. Посоветовал ребятам не бояться выезжать из республики, набираться опыта, получать квалификацию, чтобы быть востребованными. Меня призвали в армию. Я служил, мне дали направление, и сейчас его дают, но раньше давали целенаправленно, мне дали направление Куйбышевский госуниверситет на юридический факультет. Вот я с ним приехал в Куйбышев, я там никогда не был, 20 лет, ну что, 79, приехал туда, да? Поступил я, окончил его. Это армия дала мне. Да, я скучал там по Ингушетии, где я там Слепцовский вырос, по матери, по сестрам, по братьям. Да, это нормально, человеческое. Но я понимал, что я им помогу, и сам себя обеспечил, и помогал им. А так-то человек, он должен понимать, что сегодня, пока он не освоит профессию, специалистом не станет, им не заинтересуются те или иные органы, организации, где он полезен, и тогда дальше пойдет. Скажу вам честно, я ни на одну работу не просился. Меня приглашали.
Знаете почему? У меня не было выходных, сколько я помню. Надо было работать, да я работал. Самое главное, чтобы вы сегодня набирали знания, не просто получить аттестат, не просто сдать ЕГЭ. Ничего страшного, если знаний не хватает, год куда-то устроиться на работу, значит, и потихонечку подготовиться, и пойти на ту специальность, которая необходима сегодня. Есть отмирающие профессии, на них зачем идти? Нам нужны инженеры, все инженеры, имеется в виду робототехника, энергетика, станкостроение, все инженеры. Мы приглашаем, чтобы поставить какую-то связь, наладить, да, с других регионов приглашаем специалистов. Посмотрите на наши заводы, у нас там все специалисты приглашенные, потому что нет инженеров, технологов нет. Все профессии хороши, и это объединяет. Культура объединяет, спорт объединяет. Все эти стороны, они присущи для нормального человека. Также дети интересовались получением дополнительного образования, возможностью проявить свои таланты в различных сферах деятельности. Амина, 11 социально-экономический класс. У меня возник вопрос, планируется ли открывать какие-либо учреждения по развитию навыков у школьников, которые могли бы посещать их свободно? Навыков? Каких именно? Навыков в сфере искусства, культуры или же науки, неважно. А вообще мы планируем здесь, значит, музыкальное училище построить. Второе, чтобы специалистов, привлечь специалистов хороших, имеется в виду. Значит, у нас нет аранжировщиков, у нас нет хороших композиторов. Построить бы такой типа, есть такой, в одном городе был дом молодежи. То есть там заходишь, и там все интересы. Там технические, там музыкальные, там литературные кружки, там рисование, то есть все. Но кроме того, вот пока у нас филармонии этого нет, мы выбирали, где нам можно как-то вот что-то культурное делать. Мы сейчас, у нас 2 ДК оказалось, 73-го года это в Назране и 56-го года в Сунже. Но самое большое здание оказалось Сунжа. Вот мы его реставрировали, значит, до Нового года, и мало того, мы сзади там построили галерею на 5000 квадратных метров. То есть все наши художники, они же там по домам сидят, вот, мы их туда будем теперь собирать. Выставки у нас там будут, и международные даже, и межрегиональные точно. Полностью, если вот здание очень огромное, и мы все создаем для того, и 20-25 декабря оно будет уже первая выставка, наверное. Вот. А ДК мы сделаем так, чтобы там можно было, там большое здание, ну вот здесь 500-600 человек, а если брать ДК Сунжа, там, по-моему, 220-250, ну зал маленький. Но само здание очень огромное, и там можно как раз вот развиваться и как раз кружки сделать, или как их назвать, студии сделать. Первые уроки в формате «Разговор о важном» состоялись в российских школах 5 сентября. Направлены они на формирование у обучающихся представления о важности сохранения и развития культурного наследия, патриотизма, чувства гордости за культуру страны. Занятие предполагает также использование видеофрагментов, мультимедийной презентации, интерактивных заданий, включает в себя анализ визуальной и текстовой информации и групповую работу, развитие аналитического мышления и коммуникативных навыков. Муслим Ганиев, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.